Ну что, всем пока. Ребята вот тоже идут на Сикюль. Так что вам хорошего отдыха. И нам хорошего отдыха. Все. Опа! Анечка. На озере будете отдыхать тоже, да? Купаться будешь? Да. И мы будем купаться. Вот Телек приехал за нами. Доброе утро, Телек. Наконец-то мы поедем на Сикюль. Мне постоянно здесь, когда узнают, что я гость, все говорят, на Сикюле был. Я вот наконец-то побываю, да? Спасибо тебе. Телек едет по работе, на самом деле ему надо там. А Мирлан сегодня будет готовить очередной рецепт свой. Какой сегодня будет рецепт у нас, Мирлан? Расскажи секрет. Рецепт будет сегодня у нас полная импровизация. Идея какая? Просто зайдем в магаз, посмотрим, что там есть. И поэтому общаться будем на месте принимать решения, что будем готовить. Ну, скорее всего, что-то там на мангале пожарим. У нас есть мангал. Отлично. А сколько нам ехать? 3-4 часа. Сколько? 3-4 часа? Серьезно? По дороге остановимся в Глобус. Это самая большая сеть супермаркетов, гипермаркетов Кыргызстана. Тут все есть. Сейчас заходим, подбираем, что есть, что нету. И на этой основе будем готовить что-то. Пока не знаем, что будем готовить. Уголь нам нужен? Ничего нету. Смирно, да. Говядина, спинная часть, как раз таки. В стейкном мире это называется тибон, а это рибай. Полуостренький. Самое главное специя вот она. Все остальное не важно. Горошком надо взять обязательно. Вот огурцы уложу. И сразу выходят огурцы. Ну, как он определяет, правда, по весу? Интересно. Ну-ка, перцы. перцы давай. Положу. Перец. Чтобы правильную дынку выбрать, надо всегда жопку нюхать. Если жопка сладкая, значит дынка будет вкусная. О. Это чтобы восстановить солевой баланс в организме. Тибон, спинная часть, по-кыргызски харчаган называется. Плюс еще реберная часть. Это рибай. Итого у нас все вместе вышло на 2200 сомов. Со всеми продуктами где-то 2500 уложились. Приехали на Сикюль купаться. А тут погода нелетная. Человек, который наш гид, оделся весь в куртке, блин, в пуховичке. То есть он знал погоду. А я в шортах. Вот мы на дороге в Сикюль. Почти приехали. И вот здесь у нас магазин Спар есть по дороге, специально заточенный под туристов. Пищевой отдел есть, островок называется. Вот здесь много всяких интересных приколюх сделано для туристов именно. Ну и еда вообще по кругу. Почему островок? Он такой по кругу идет. Тут много-много разных интересных продуктов. Манты, разная выпечка, готовые жареные, тушеные блюда. В общем, на любой вкус покушать, отдохнуть с дороги и ехать дальше. Можно заварить лапшу быстрого приготовления. Специальная посуда предоставляется. И здесь ее вот греешь на плите. Чай готовый с разными вкусами. Берешь и там наливаешь кипяток. Также можно сделать натуральный апельсиновый сок. Когда жарко, его специально апельсин охлаждает в холодильнике. И можно холодный напиток получить. Мы приехали в Рыбачий, зашли в Спар, там что-нибудь похомячили. Сейчас мы едем на пляж города Балыкчы, Рыбачий.
Тут поезд Бишкек-Балыкчы приезжает именно вот где пляж. И люди, которые туристы, они с выходом сразу с озером знакомятся. И тем более сейчас там сделали рембрендинг, очень хорошую красивую набережную сделали. Вот как раз таки пойдем сейчас посмотрим, заодно и вам покажем. А сзади вон какой вид, смотри. Да? Красота сзади. Сзади горы вообще шикарно. Деревня Турайгыр, проезжаем, названа в честь жеребца, которого отсюда продали на тот берег Сыккуля, а тот жеребец убежал, переплыл озеро обратно к себе домой, и поэтому Турайгыр называется. В этом селе родилась моя мама, выросла. Сейчас возле дороги бабушкин дом будет стоять. И в этом селе еще есть горячие минеральные источники, радоновые, которые положительно влияют на человека. И вот здесь у меня бабушка, мамина мама здесь похоронена, вот она вот здесь. Как деревья посадить вдоль дороги в дворе, да, они от ветра сохраняют и чтобы вот от снегом не заносило дорогу. Место называется курортная деревенька. У нас получается разведка хороших локаций на маленькой машине, седане, потому что наша машина на оклейке. Но потом все эти точки, которые вот таким способом мы находим, все будут доступны на карте у наших машин. Любой бездорожье, там правильную траекторию выбираешь, у этого седана, видишь, она база очень длинная, даже на маленьком косогорике он пузырь цепляет. Вот мы сейчас подъехали к заветной секретной точке. Почему она секретная? Потому что в нынешних реалиях подъехать вот до берегу, на берег Иссык-Куля вообще практически невозможно, потому что уже везде все занято, везде строятся резорты, и поэтому эта точка будет у нас. А если вы подписаны, ставите лайки, то и у вас тоже будет. Посмотрим, я издалека уже приметил. Шикарное место. Вот смотрите, вот там вот дерево такое, кусты, камни. На берегу прям. Спасибо, Телек. Классное место ты нам. Я всегда здесь отдохну. Да? Всегда, да. Сезонно там кипиш, вот там курортная зона, а здесь никого не будет. Следующий раз мы приедем. Я всегда здесь палатка располагал, и сам готовил, вот там да, и работал. Ну что, я доволен. Кострище есть уже готовое. Мангал естественный. Вообще место. Все готово. У нас будет вот этот большой камень, импровизированный стол. Там будем пищу принимать. Здесь сейчас пищу приготовим. Там будем купаться. Мы свой мангал не будем пользовать, потому что у нас тут уже импровизированный. Как это слово? Импровизированный. Импровизированный мангал у нас есть. Решетка есть. Самое главное, сейчас мы мясо берем. И какой охеренный кусок тибона у нас. Просто божественный. Смотрите, какая. Вот эта часть вырезка называется. И мы отсюда берем эту часть. Вот, филе миньон, туда-сюда, это все здесь. Короче, мы его ничего не будем делать. Прям так зажарим. Только сейчас чуть-чуть обработаем жилочки. Берем. Нежнее себе мясо. И вот она вот в таком виде у нас придет. Так, теперь наружная часть. Тоже вдоль кости убираем. И так как тут
толстый край, мы его делаем на 2. Это у нас получается такая красота. Нежнейший будет. Никакой соли, никакого маринада. Прям сразу так и будем жарить. Внутренний слой, вот этот жирок берем такими кусочками на мясо. Будем его, чтобы мясо у нас сочное было. Это все остальное обратно в пакет. Из него будет суп. Это тоже реберная часть. Очень хороший кусок. Здесь мякоть, она очень мягкая. Поэтому мы тоже аккуратненько убираем. Забираем именно вот эту часть. Видите, здесь жилочка. Вот. И вдоль него мясо само говорит нам. Вот здесь. Все. Видите, вот такой кусочек. Его тоже мы не будем разрезать, прям так зажарим. И опять суп. Получается 1, 2, 3, 4. И вот такие кусочки, миньончики. 1, вот так, 2, 3, 4. Зажарим, будет вкуснотень. Телек уже купается. Где он? Нырнул, вон. Давай. Теперь Костер. костер. Благо дров тут хватает. Надо было топорик здесь. Сухих веточек надо. На гарнир у нас будут запеченные овощи. Лук, чеснок, перец, может еще помидоры, если останется место на гриле. Мы купили мельницу такую. Открываем. Сюда мы добавляем черный перец с горошком. Потому что мясо качество хорошее, и она ничего не требует, кроме перца и соли. Если в полевых условиях у вас случайно под рукой не оказалось мельницы, то можно обухом ножа, либо, а как теперь размешать? Походу много положил. Походу много, да? Будет так. Специально все это рассчитано. Милан детям каждый день звонит. Общаются, чтобы без папы не скучали. Никакой химии. Песок и вода. Длинным вот таким куском вдоль. Так бьешь. Вот так. Очень сладко. Вот почему надо попки, дынки надо нюхать. Вот этот запах должен быть сладкий. Ой. А еще есть один сорт. Его когда в августе-сентябре собирают, он твердый как камень. И его под потолок подвешивают и в декабре кушают. Очень мощный, сочный и сладкий тогда. Он готов у нас. Мясо готово. Мы готовы. Прекрасная погода, распогодилась. Утром дождь был, сейчас солнышко греет. Вот такие места дикие, очень мало осталось, поэтому это очень большая радость, удовольствие здесь сидеть, мясо жарить с таким видом. Чисто мясо, без ничего, без соли. Я такие надрезики сделал, туда жир воткнул. Теперь она мраморное мясо стало. Толстый край, очень вкусное мясо тут у коровы. Вот так рядышком жирочки положим, чтобы она таяла и капала в ароматном. И чесночок тоже так. Это так, о, все пойдет. На начальном этапе
нужен сильный жар. Нам надо мясо запечатать. Шипело, защипело. Так надо. Лек, bir помидор, дортоздан жару алып келип берчи. Помидорчики тоже надо запечь, чтобы вкусно было у нам мясо кушать. Мясо сразу, ой, как хорошо, смотри, как красота-то получается. Сама нежность. Вот она, счастье мужское. Озеро, мясо. Мы вот так его марамарим. И ложи жирком, чтобы сочная была. Итак, Игорь, стол. Да, отлично, ровненький. Да. Два кусочка рыбайчика готовы. Нам надо, чтобы они отдохнули. В полевых условиях мы это будем делать с помощью тарелочки и такого пакетика. Закрываем. Все отдыхает. У нас вот эти толстые края еще готовятся. Помидорчик тоже готовченько. Можно забирать. Вот эту тарелку буду говорить. Под мясо? Да. Готов. Лишние соки чили, розовый смелмоса. О, красота. Пошлите за стол. Не сравнить, Мясо просто разваливается. Вообще не солили мясо и не перчили. Вот сейчас получается у нас смесь соли и перца. Это божественно. Это просто новое мясо. Стейк. Рыбачик. На берегу Иссык-Куля, ребята, это прям жирный, как вот так сидеть, самому мясо жарить и кушать. В наших-то современных реалиях. Короче, вот эта часть, это другая корова, эта часть другая корова. По структуре мяса видно. А жарко только на кусок, кусок менее, а то да?